Звісно, ситуація патова, але треба бути готовими до того, про що говорив міністр оборони Британії, що Росія найближчими днями може напасти на Україну. Здається, що масовий напад, спрямований на захоплення усієї території України, виглядає найменш вірогідним. Хоча, звісно, не можна виключати, і росіяни, як завжди у таких ситуаціях, досліджують свої можливості з точки зору дестабілізації країни без жодного пострілу, без руху армии. Россия выдвинула требования к НАТО не расширяться и не принимать в альянс новых восточных членов, но желание этих стран, в том числе Украины, присоединиться к НАТО является результатом действий России. Об этом сказал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. НАТО – це оборонний альянс, і він не тягне жодну країну до свого складу примусово. Парадокс у тому, що саме дії Росії мотивують сусідні з нею країни прагнути колективної безпеки в НАТО. Протягом десятиліть Росія створювала пояс конфліктів вздовж своїх кордонів і в тій чи іншій формі підривала безпеку майже усіх сусідніх країн. Якщо Путін хоче знати, чому його сусіди прагнуть вступити в НАТО, йому достатньо подивитися в дзеркало. Напомню, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает необходимым оставить свои войска около границ Украины, так как НАТО якобы осуществляет вторжение в украинские пределы. Россия этого терпеть не намерена, это красная черта для Москвы, сказал Песков. Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного. И это было главной причиной, по которой президент Путин сказал: ребята, для нас это реальная угроза. И это реальная угроза стабильности и безопасности в Европе и европейской архітектурі безопасности. Зараз з нами на прямому зв'язку доктор політичних наук, професор, голова правління ГО, експертна група СОВА, політемігрант Михайло Сава. Пане Михайло, вітаємо вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Какова вероятность, на ваш взгляд, в ближайшей перспективе вторжения Российской Федерации в Украину, в особенности на фоне того, что переговоры в Брюсселе, в Женеве и в Вене были не очень успешными? Я думаю, что вторжения не будет. Вероятность есть всегда теоретическая, но практически она очень и очень мала. Дело в том, что те санкции, которые уже обещаны российскому режиму за подобное вторжение, очень серьезны. Я хотел бы напомнить, что речь идет со стороны стран Запада, в том числе об отключении России от SWIFT-системы. То есть от системы международных банковских операций. Это означает, что Россия не сможет торговать. Будет бесполезно продавать нефть и газ, просто потому что кремлевский режим не получит деньги за эти проданные товары. Это было бы катастрофой, поскольку экономика России не самодостаточна, она зависит именно от продажи энергоносителей. Я думаю, что то, что происходит сейчас, это действительно опасное нагнетание обстановки, но это не угроза немедленной и открытой войны. А как вы считаете, зачем в таком случае Россия осуществила эту авантюру с требованиями к НАТО и к Соединенным Штатам Америки, выдвинула заведомо невыполнимые условия о нерасширении НАТО на восток, возвращение к границам 1997 года, да? То есть мы изначально понимали, что эти требования выполнить невозможно. Трудно себе представить, что кто-то в НАТО либо США выйдет и скажет: окей, мы согласны, и дадут тем более какие-то юридические письменные гарантии. То есть, в принципе, это себе представить довольно сложно. И я думаю, что в Кремле это также понимали. Тогда зачем это нужно было? Я думаю, что в Кремле этого не понимали. Точнее, скажем так, речь идет о принципиально другом мышлении. Вот группировка, которая управляет современной Россией, видит мир абсолютно по-другому.
И когда мы думаем, что они смотрят на окружающую нас действительность нашими глазами, мы, конечно, ошибаемся. Люди в Кремле понимают, как и мы понимаем, что в ближайшие лет 10 те страны, о которых говорит Путин, и вступление которых в НАТО он опасается, это Украина и Грузия, в НАТО, наверное, не попадут. Это объективно очень долгий процесс. Еще раз говорю, наверное, лет 10, не меньше. Поэтому для лидеров этой управляющей Россией группировки вполне логичным было бы, чтобы Запад привел факт в соответствии с какими-то юридическими договоренностями. Но раз вы их все равно в ближайшие годы не возьмете, то скажите, что они туда и не попадут. Но для стран НАТО это как раз неприемлемо. Это было бы нарушением принципа. Никто не может диктовать НАТО, кого принимать и кого не принимать. А страны, которые попадают в НАТО, попадают туда абсолютно добровольно. То есть разрушать вот эту идею западные союзники Украины, конечно, не собирались. Но еще раз подчеркну, речь идет о принципиально другом мышлении. Кроме того, для Кремля эта истерия – это очень удобный способ внутренней мобилизации. Это работает не только на внешний мир, это работает еще и на российское общество. В очередной раз сплотиться, потому что вокруг враги – это многократно проверенная и надежная идея. Ну а как дальше может действовать кремлевский режим? Вот выдвинули они условия свои, а точнее ультиматум. На Западе этот ультиматум не приняли. Столтенберг четко заявил о том, что вопрос вступления Украины в НАТО – это только вопрос, который решается в Украине. И без Украины никаких решений мы принимать не будем. То есть все предложения, все требования, все ультиматумы были отвергнуты. И что дальше? Вот как раз своему электорату будет Россия это объяснять? Как раз с этим никаких проблем не возникнет. Электорату российскому в очередной раз будет сказано, что мы выдвинули мирные инициативы, мы стремимся к миру, наши инициативы отвергли, поэтому во всем дальнейшем, что произойдет, будет виноват исключительно Запад. А что может произойти? Могут произойти какие-то мелкие провокации, могут произойти компьютерные атаки, может произойти вмешательство в выборы в соседних государствах, поскольку именно вмешательство в выборы является наиболее удобным способом продвигать свои интересы. Помогли своему человеку стать президентом, он отрабатывает. Собственно, Украина хорошо знает, как это бывает, поскольку это было в ее совсем недавней истории. То есть будет происходить очень много всего, кроме войны. И Кремль во всем этом многом будет обвинять западных союзников Украины, которые не приняли его условия, якобы миротворческие. А как вы думаете, вот западные санкции, о которых сейчас предупреждают Россию, вот этот законопроект, который недавно был внесен в Сенат республиканцами о жестких мерах против Путина, заморозка его активов, да, там жесткие санкции против основных финансовых институтов России. Вот какова вероятность того, что эти санкции Запад готов вводить уже сейчас, а не постфактум, не дай бог, в случае ее вторжения в Украину? Вероятность этого нулевая. До вторжения эти санкции не будут введены. Дело в том, что, еще раз подчеркиваю, у нас разная картинка мира с людьми, которые в Кремле принимают решения. И в их картинке мира присутствует огромное и достаточно влиятельное лобби в Вашингтоне и в столицах европейских стран. И эти лоббисты действительно есть, и они активно работают. Некоторые просто подкуплены, некоторые выполняют функцию полезных идиотов, то есть искренне поддерживают режим Путина. Но в любом случае это лобби уже несколько раз продемонстрировало свою достаточно высокую эффективность. А где? Вот в Соединенных Штатах Америки говорят о том, что в администрации Джозефа Байдена действительно есть два крыла. И вот крыло пророссийского лобби там возглавляет, как говорят, Салливан, Керри. Это действительно так?
Я бы не говорил сейчас о конкретных фамилиях, поскольку назвать конкретных людей лоббистами, это значит выдвинуть против них достаточно серьезные обвинения. Вполне возможно, они не лоббисты в понимании американского закона, то есть они не получают за это деньги, а просто они так понимают интересы Америки. И на этом этапе, по их мнению, в интересах Америки проводить мягкую политику в отношении России. Кстати, еще с советских времен было подмечено, что отношения Советского Союза и Соединенных Штатов существенно зависели от того, какая администрация у власти. Приходили республиканцы, и эти отношения ухудшались. Приходили демократы, и эти отношения становились значительно лучше. Хотя на Джозефа Байдена возлагалось очень много надежд, учитывая его бэкграунд, да, вице-президента и человека, который близко был знаком с украинскими политическими реалиями, и его, собственно, предвыборная кампания, помните, когда он говорил о том, что для него приоритетом во внешней политике будет Украина, действительно порождала огромное количество надежд. Получается, не оправдалось? Я не думаю, что они не оправдались. Просто, знаете, надежда – это такая вещь, которая почти всегда бежит впереди реальности. Но нужно помнить, что бэкграунд Байдена – это его личный бэкграунд. В Соединенных Штатах президент – это член группы, которая приходит к власти через выборы. И он ограничен. Он ограничен и депутатами, он ограничен и своими советниками. И еще раз подчеркиваю, для администрации демократов характерна политика, даже если сдерживания в отношении России, то более мягкого сдерживания. Ну а как вы думаете, вот это мягкое сдерживание, что называется умиротворение агрессора, не дает ли карт-бланш Путину идти дальше? Или даже карт-бланш Китаю тоже идти дальше и пойти на Тайвань, например? Ну, я говорю в данном случае только об отношении с Россией. Для администрации Байдена, безусловно, проблемой номер один является не Россия и даже не Европа, проблемой номер один является Китай. Именно на китайском направлении сосредоточены основные ресурсы Америки, и дипломатические, и интеллектуальные, и военные тоже. Поэтому на Тайвань Китай не пустят. Но вот то, что будет происходить в Восточной Европе, это в значительной степени дело самих восточноевропейцев. Пане Михайло, и последний вопрос. Вот как вы думаете, вот в чем основная цель Путина по Украине? Вот чего он хочет добиться? Он хочет добиться... Стратегически. Он хочет стратегически добиться контроля. То есть Украина должна стать частью буферной зоны, которая отделяет Российскую Федерацию от НАТО. НАТО Путин и его окружение категорически не доверяют и никогда не будут доверять. Поэтому данную цель они воспринимают как принципиально важную, как стратегическую. В администрации Путина есть несколько человек, которые там уже более 10 лет активно продвигают ту идею, которая сейчас вот реализуется через события в Крыму, на Донбассе и через сегодняшнее нагнетание обстановки.